На повороте времен вступил свет мирового духа в земного существа поток. Ночи тьма была преодолена. Ясный свет дня воссиял в человеческих душах. Свет, что согревает бедные сердца пастухов. Свет, что просветляет мудрые головы царей. Божественный свет, Христос солнце, согрей наши сердца, просвети наши головы, чтобы добрым стало, что мы из сердец основать, из голов исполненным цели свершить волей. Наши дни. Кульминация на земле. Отстроенный храм новых мистерий. К нему приближается усталый путник. Он стучит в ворота. Раздается раздраженный голос представителя аристотеликов. Кого там еще нелегкая принесла? Это я, Гамлет, принц датский. Вот пришел, как мы и договаривались, чтобы привести наш план к кульминации. Ба-ба-ба, какие люди, и без охраны. Все, ты опоздал. Кульминация уже без тебя состоялась. Возвращайся, откуда пришел. Гамлет внимательно смотрит на представителя аристотеликов и замечает стоящего у него за спиной Аримана, полностью его околдовавшего. Что это здесь происходит? Представитель аристотеликов заметил, что Гамлет узнал правду, но не подал виду. Здесь все в полном порядке. А если тебе что-то не нравится, то у нас здесь и без тебя критиканов хватает. Так что тебя никто не держит. Тебе здесь не рады. Гамлет, постепенно отходя от шока и набираясь решимости. Я никуда не уйду. Если я что-то обещал, то обязательно выполню. Может, где-то ты и принц, но здесь я главный. А ты здесь никто. Или ты подчинишься нашим новым устоям, или тебе придется иметь дело с нашей инквизицией. Ха-ха. Что, опять за старое взялся? Вспомнил свое доминиканское прошлое? А вот и не угадал. А вот и обознался. Согласно нашему договору, мы действуем на Земле явным образом, а платоники нас невидимо крышуют. Вот теперь я здесь, можно сказать, официальное лицо, а вот он здесь официально никем не числится, а на самом деле серый кардинал. Вот он и выполняет функцию инквизиции. Представитель аристотеликов показывает на подошедшего представителя платоников. Гамлет обрадовался, с надеждой всматриваясь в знакомое лицо. Ты хоть видишь, что здесь творится?
Но Гамлет тут же осекся, поскольку увидел стоящего за представителем платоников Люцифера, полностью его контролирующего. Да что ты ему все наши секреты рассказываешь? Он же еще не присягнул нам. Да куда он денется с подводной лодки? В его приходе сюда была его единственная жизненная миссия. Что ему теперь делать? Куда он пойдет? Короче, принц датский, неважно, что ты там себе про наши дела вообразил. Решай, или ты принимаешь наши правила, тогда будешь вместе с нами править и жить как принц. Или будешь докапываться до правды, тогда проблем не оберешься. Из-за того, что 100 лет назад здесь не был задан ни один парсифалевский вопрос, передо мной теперь снова стоит гамлетовский вопрос. Итак, быть или не быть? Смириться, совсем принять их условия, сохранить свой царский титул и все свои привилегии и стать таким же, как они, или потерять все, возможно, из жизни. Тут Гамлету в видении является Видар и испытующе смотрит на него. Гамлет во внутреннем диалоге обращается к Видару. Как видишь, наше дело гибнет, а ты все молчишь. Ведущий. Но Видар еще пристальнее на него смотрит, а главное, с огромной силой слушает, что решит Гамлет. Гамлет, смотря на своих гибнущих старых друзей, выкрикивает: Быть! Ты снова сделал свой великий выбор, юный герой. Тем самым ты дал мне возможность говорить. Именем Михаила я благословляю тебя и вручаю камень основы добра, которым ты сможешь прикасаться к любому злу и превращать его в еще большее добро. Я ждал это время, и вот это время пришло. Те, кто молчал, перестали молчать. Те, кому нечего ждать, садятся в седло. Их не догнать, уже не догнать. А тем, кто ложится спать, спокойного сна. Спокойная ночь. Тем, кто ложится спать, спокойного сна. Спокойная ночь. Ты это с кем там общаешься?
Неужели снова тень твоего отца пришла к тебе, чтобы открыть правду? Только на этот раз тебе никто не поможет. Ты здесь не с людскими замыслами имеешь дело, но с очень страшными силами. Покорись им, пока не поздно. Что-то он мне не нравится. Почему он ничего не боится? Кто за ним стоит? В ответ на это Гамлет протягивает внезапно появившийся в его руке камень основы и прикасается к своим визави. С неба сходит мощнейший сноп света. Люцифер и Ариман исчезают в этом свете. Как же я долго спал. У меня целое море вопросов, главный из которых, в чем был смысл такого опасного испытания? А если бы Гамлет не устоял? Но ведь устоял же. А вот у меня другой вопрос. Как же тебе удалось устоять? Оба бросаются обнимать Гамлета. Незримо над ними возвышается Видар, а за ними Михаил. Спасибо. Спасибо, друзья. Прекрасно, что у вас так много вопросов. Так, что на этот раз наш храм не исчезнет, и мы сможем в нем обосноваться и вместе привести дело Михаэля к его кульминации. Если в 412 людях, по крайней мере в ближайшее время, мысль Михаила станет всецело живой, в 412 людях, которые, однако, смогут быть призваны таковыми не сами по себе, а руководством Гетеанума в Дорнахе, когда в таких 412 людях возникнут водители для праздничного Михайлова настроения, тогда мы сможем взирать на тот свет, который в будущем распространится над человечеством через течение Михаила и деяния Михаила. Но пусть это будет тем, что прозвучит сегодня к вашим душам из этих слов, чтобы вы восприняли эту мысль Михаила в духе того, что может ощутить верное Михаилу сердце, когда облаченный в сияющее световое одеяние солнца является Михаил, прежде всего указывая и истолковывая то, что должно произойти, чтобы это одеяние Михаила, это световое одеяние смогло стать волнами слов, являющихся словами Христа, способных превратить мировой логос в логос человечества. Ведущий. Эпилог. Возвращается в класс учитель и застает такую картину. Души учеников наполнены тихой радостью. Они благодарят существо космического юмора и прощаются с ним. Ученик и ученица говорят учителю, что теперь они поняли, почему их так взволновал этот вопрос, и его разгадка наполнит всю их дальнейшую жизнь. Их лица сияют, они безмолвно удаляются, взявшись
за руки. Крыши домов дрожат под тяжестью дней. Небесный пастух пасет облака. Город стреляет в ночь дробью огней. На ночь сильней, ее власть велика. Тем, кто ложится спать спокойного сна, спокойная ночь. Тем, кто ложится спать спокойного сна. Спокойная ночь. Я ждал это время, и вот это время пришло. Те, кто молчал, перестали молчать. Те, кому нечего ждать, садятся в седло. Их не догнать, уже не догнать. А тем, кто ложится спать спокойного сна, спокойная ночь. Тем, кто ложится спать спокойного сна. Спокойная ночь. Соседи приходят, им слышится стук копыт. Мешает уснуть, тревожит их сон. Те, кому нечего ждать, отправляются в путь. Те, кто спасен, те, кто спасен. А тем, кто ложится спать спокойного сна, спокойного